Каждое путешествие начинается с мысли, а может быть, стоит увидеть это своими глазами. Мы отправляемся в большое путешествие из Якутска на озеро Байкал. Не поездом, не самолетом, а своим ходом на машине. Вот и посмотрим, стоит ли преодолевать такой путь и сколько это будет стоить. Будем останавливаться и знакомиться с Читой, Улан-Удэ и Иркутском. На Байкале конечной точкой будет остров Ольхон. Жить будем в палатке, и это 4-я серия из множества. Рум-тур меньше минуты по нашей комнате. Это рум-тур номера в Улан-Удэ. Сегодня выезжаем отсюда. Напомню, что 1,5 суток стоили 8990 рублей. С завтраком. Диван, стол. Мы тут поели. Тут еще какой-то стол, телек. Двухспальная кровать. Туалет. Раковина, мусорка. Не знаю, что это такое. Сушилка для полотенец. Ванна. Тут душ. Обычный такой вот на шланге. И он большой душ. Тут шампуни, зубная щетка. С такой вот зубной пастой маленькой. У нас отель называется Форест. У нас тут еще кондей есть. Выехали в 12:00, и вот он, красавец Байкал. Дорога идет вдоль южного побережья. Ехать стало очень красиво, но тут мы простояли в неплохих пробках. Решили найти подъезд к берегу, пропустить пробку и пообедать. Всем привет! Сегодня будем заходить вот этими вот ногами. Вот Байкал. Заходим. О, что тут водичка? О, холодная какая. Заходим, идем. Интересно, а где тут рыба? Мелководье. Так, мелко. О, нормально. Как хорошо. Так, все, вот так вот максимум. Ну что, хотите нырнуть вон туда? Добрались до Иркутска. Но
было здесь останавливаться, но мы зачем-то забронировали жилье в Листвянке. И поэтому сделали ненужный крюк. В Листвянку приехали в 12 часов, при том, что в Иркутске не останавливались. Номер обошелся 9500 рублей с завтраком. Утром завтракаем и будем выдвигаться. По-хорошему, в Листвянке можно многое посмотреть, но не в этот раз. Все, Пойдем за стол. Все, за стол, пойдем. ой, обидно, мама. О, Садись. Сейчас я тебе эту ложечку принесу. Сиди пока, кушай булочку. Хорошо? хорошо. Или есть там где-то? Нет, хорошо. О, Как много тут шишек. да, это... Давай вот тут пойдем. Вот тут, вот тут. Только оно такое большое. Туда камушки есть. Чё? О, корабль! Еще один корабль! Еще один корабль! Еще один корабль! Встретились. Смотри, катеры встретились. Да, катеры, мы встретились. Смотри, забавляется. Если интересно по стоимости бензина, в Якутске был 56 рублей, Нерюнгри 54,5, Чита 56 рублей, Улан-Удэ 61 рубль, здесь 52 рубля, Иркутск 58,5. Но цены как раз начали подниматься, когда мы были в поездке. Перед паромом заехали пообедать в кафе «Терраса». Одно из немногих придорожных кафе, где понравилась кухня, цена и обслуживание, и чистота. Сюда мы заезжали и на обратном пути. На паром длиннющая очередь. 18:20. Стоим в очереди. — 20:00. В очереди.
останавливаю этот паром. 22:00. Переправились. Ужасные дороги, это просто жесть. Стиральная доска какая-то. Весь путь ехали, не боясь за подвеску. А на Ольхоне думали, все оставим. Здесь начались стадии принятия. Если кто не знает, стадий всего 5. Это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Отрицание и гнев от того, что все пиарят Ольхон как нечто невероятно красивое, тут даже дорог нет. О каком туризме можно здесь говорить? Это первое разочарование. Приехали ночевать на озеро Ханхой, в темноте поставили палатку, поужинали и утром проснулись с видом на водопой с коровьими лепешками и с теми же самыми коровами. Вот это какое-то озеро. Вот это. А вон там, вон вдалеке, это уже Байкал. Тут недалеко от чужих лагерей расположились. Еще там вон коровки. Это вообще коровий водопой. И тут вот гуси проплывали. Сейчас покажу вам, наверное, их. Интересно, что они мне там скажут. Я с журавлем уже в зоопарке договорился. Не знаю, договорюсь ли с этими утками. Ну, это не утки, я так смотрю. Это что-то похожее на... Да я не знаю даже, что это. Мы в зоопарке похожих видели, они тоже желтые, но я не помню название. Охотники, пишите в комментарии, это что это за гусь? Во, полетел. Видите? Фу. Ванизма. Фу. Ё-моё. О, полетел. Вон уточки. Это, наверное, реально гуси какие-то. Они желто-черные. У них перед желтые, а концы крыльев черные. Такое живописное место. В прямом смысле. Живописное. Коровы везде. Это второе разочарование. Но у этого озера есть плюс. Имеется туалет и мусорные баки. Снялись с озера и поехали искать лучшей жизни. Грунтовая дорога идет по всему острову. Асфальт есть в Хужире. Мы застали туман над озером. Приехали смотреть гору Шаманку, но она спряталась. Температура воздуха в районе 28 градусов, а вода не выше 15. Расположились на ближайшем заливе. Решили сегодня выдохнуть, пройти стадии гнева и отрицания, понять, где берут розовые очки и почему флёр романтизма так быстро прошел.
начала поездки и по сегодня траты составили 103 119 рублей. Питание 36 тысяч рублей. Топливо 522 литра, 29 тысяч 36 рублей. Жилье 29 тысяч 972 рубля. Развлечения 7 тысяч 64 рубля. Медикаменты 758 рублей. Здесь я не беру затраты на снаряжение, палатку, плитку, матрасы, фонари. Это посчитаю в следующей серии.